В доме Рустама и Зарины многолюдно. Квартира, расположенная на первом этаже дома в центре Петербурга, всегда была полна гостей, особенно после рождения Умара Али. Сегодня поводом для столпотворения стал визит следователя Следственного комитета Петербурга, возбудившего уголовное дело по факту гибели 5-месячного младенца. Приехали к нам домой ФМС, сотрудники ФМС забрали жену, брату и ребенку. Отвезли в второе отделение, а с второго отделения жену забрали в ФМС в суд. Жену отпустили с брата в 9 вечера, сказали, ребенка завтра возьмете. Завтра в 9 утра вышли из дома, хотели поехать ребенка забрать, звонили, уже говорят, ребенку умер. Сразу же после отправки Зарины, чья регистрация в Петербурге оказалась просроченной в полицию, туда же отправилась ее тетя. Однако женщину, умолявшую отдать младенца или хотя бы принять молоко, силой выпихнули из участка и пригрозили возбудить уголовное дело за неповиновение властям. Когда я пошел спросить свою ребенка, они меня не признавали. 3 дня я бегал во весь морга Питера. В Петербурге представители таджикской диаспоры неоднозначно отреагировали на трагедию молодой семьи. Чтобы избежать накала страстей, руководители таджикской национальной организации собрали наиболее активных членов диаспоры на сход. Пикет был, да, но там не согласованный этот пикет был. Мы поэтому экстренное совещание собрали, да. Между тем, полиция Петербурга по-своему гасит страсти, пытаясь перенести ответственность за гибель здорового младенца в помещении следственного изолятора на плечи родителей. В дом к Рустаму Назарову вместе со следователем нагрянули инспектора социальной службы, которые под наблюдением понятых ведут опись имущества. Молодым чиновницам предстоит доказать, что Умар Али Назаров воспитывался в невыносимых условиях, что в конце концов и стало причиной его гибели. При этом от комментариев представители власти отказались, сочтя присутствие журналистов в квартире избыточным. Андрей Королев. Настоящее время. Петербург.